Друзья, доброе утро, всем привет. Так, ну что, все по стандарту, ребята. Приехал в деревню, сегодня у меня сборы на рыбалку. Планирую сделать первый выезд по налиму. Вот. Ну и понятное дело, с раннего утра там делать нечего, так как рыбалка все-таки это вечером, ночь. В общем, ну с утра, ребята, решил прокатиться в лес. Все по стандарту. Посмотреть грибов разных. Соответственно, себе уже заготовили на продажу. Собираю на продажу. Заехал в Бор. Машины стояли уже на выезде. Точнее, на въезде или на выезде. Кто-то есть в лесу, в общем. Погодка сегодня такая, ребят. Прохладненькая. Дождь с утра был. Я сегодня планировал посетить другой Бор. Но смотрю, ветер, дождик. Потому что как бы хотел взять спиннинг еще покидать, спиннингом походить. Ну, в общем, думаю, ладно, поеду я на мотоцикле. В лесу вроде как спокойно. А вот на ветре немножко, да, волнует. Ну что, ребят, срезы. Срезов много. А вот срезы. А вот срезы. В общем, давайте, ребят, погуляем. Кому интересно, поехали. Смотрите, ребята, какой боровичок. Такой гигантик. Самое интересное, что чистый. Тут есть дырка большая. Но это не страшно. Учу, пускай вот будет один большой червь, который вот такие ходы делает, нежели мелкие. Вот такой боровик, ребята. Сезон продолжается. В этом году сезон рано. Прям на удивление хорошо все. Отлично. Ну, 2 штучки, ребята, положил в корзинку. Такие уже не малыши, но грибы чистые, хорошие. И вот тут, ребята, смотрю, наблюдаю, стоит белый гриб. Совершенно верно. Стоит красавчик, спрятался, ребята. Много переростков, ребята. Такие уже уставшие грибы. Вот в черничниках они уже, видите, ребят, гниют. Такие неважные. В брусничниках потеряны. Сдалека, ребят, наблюдаю. Вот он. Стоит красавчик. Ждет, ребята.
Как же шикарно, ребята, в лесу. Прохлада такая, свежесть, запахи. Очень шикарный воздух. Сосновый бор. Вот здесь собираем грибочки. Вот такой беломошник. Здесь вот боровики, ребята, и растут. Что за красота, ребята. Это просто сказка. 2 боровичка стоят. Какой маленький. Красота, ребята. Вроде каждый день люди ходят, собирают. Они растут и растут. Все равно растут. Зашел тут такое местечко такое хорошее. Тут надо покрутиться немножко. Приятное место, грибное, хорошее. Черничник такой, и вокруг вот беломошник, ребята. Вот по краям частенько здесь растут белые. Ветерочек, обдувает комаров. А еще приятная погода сегодня, гулять. Вот, ребят, я, похоже, нашел боровика. Совершенно верно. Даже не одного, ребята, а 2. Видите, какие красавцы. Вроде, ребята, знаете, уже в этом сезоне пособирали грибов. Но я не знаю, ребят, это как, знаете, как наркотик. Это все-таки, когда в лес заезжаешь, азарт, он просыпается. И как бы здесь ничего не мешает, ребята, понимаете. А все остальное, опять же, все нравится. Смотрите, какое, ребята, какое чудо. Это просто чудо какое-то, а не гриб. Надо его сфоткать. Очередной.
Вот такой, ребята. Красавчик. Смотрите, ребята, какой стоит. А там еще один здоровенный. А там еще один здоровенный. О, вот этот, ребята, хороший. А там еще один, ребята. О, какой. Офигеть. Так. Аккуратно. Здесь, ребята, видите, такое место. Сдалека не видно. Приятные боровики. Вот это тоже красавец, блин. Офигенные грибы, ребята. Четкие. Ну и вот какой. Кабан-кабанище. Ну, неужели? Как вот такие грибы, ребята, могут вырасти? Но люди же должны ходить здесь. О, какой богатырь. Ну, слишком здоровый, ребята. Так. Какой-нибудь есть сук? Такая нога у него, ребят, плоская. А он еще, смотрите. Офигеть. Вот еще один. Сюда его. Бах. Пускай все видят сдалека. А что у нас? Это мягкий какой-то, ребята. А вот тут красноголовик. Красноголовичек или луговичок? Не пойму. Нет, ребята, это тоже белый. Просто луговой. Видите? Все вперемешку растет. И боровики, и луговые. Вот на таком пятачке, грубо говоря. Шикарно. Ладно, что, почистим. А этот пускай висит. Может, кто успеет съесть, поклювать, пока не сгнил. Блин, великолепно, ребята. Вообще классный. Чистый. Твердо, ребята. Шикарный гриб. Ну и луговичок. Вот что-то охолатенький. Да, с червивой. Погнали дальше. Ходят люди все равно, а видите, ребят, грибы растут, прут. Сегодня вроде погода, ребят, у нас похолодание такое прям. Сегодня в районе 3 ночи будет градусов. На реке даже, может, даже будет градуса 2, то и 1. Холодная ночь сегодня будет. Но это никак не влияет, ребята, на рост гриба, тем более боровиков. Они будут расти даже когда будут утренники. Такие, знаете, перепады до -2, 3, а то и 5. Это все, ребята, мелочи жизни. В лесу все равно остается тепло. И даже такие, как утренники, 3-4 градуса там мороза не влияют. И боровики растут, гниют, перерастают. Вот такие шляпы. Тоже тут его не нашли. Так что смело можно ездить.
прошлом году я возвращался с рыбалки по Налиму. Шел снег мелкий. Уже такой, было холодно. Как раз шел через бор. И заехал, и спокойно собирал. Интересное, конечно, явление. Такая возвышенность стоит тут, ждет. Ждет Андрюху. Опа. Вот такой, ребят. Сразу даже и не увидел, ребята. Окрас такой у него спрятался. Проход тут такой, тропинка тут проходит. Вот часто, ребят, тоже вот тропинки, прям, не знаю, благоприятная для них росту. Вот такой. Вот тропиночка такая еле заметная, но вот именно на них частенько растут грибы. Я не знаю почему. Нравится и хорошо прям попадается. Рядом с тропинками или рядом с дорогами. Вот такой грибочек. Очень много комментариев приходит. Надоел своими грибами. Ну, понятное дело, у кого есть такие грибы, им не интересно смотреть. Ну, многие вот смотрят и кайфуют, потому что, ну, опята, не опята, вот такие какие-то грибочки у людей есть. А вот именно вот боровики, ребята, благородные такие грибы, мощные, не растут. Соответственно, людям очень интересно. И люди пишут, блин, говорит, все бы отдал, чтобы погулять, чисто пособирать. Совершенно верно, ребята. Поддерживаю слова, потому что это большое удовольствие походить, просто пособирать. Интересно. Азарт такой бешеный. Мне очень нравится. Хотя каждый год, в принципе, все это у нас. Но все равно я прям жду вот этот сезон. Да, первые грибы в июне. Ох ты, фига, красавчик. В июле красноголовики. А вот именно боровики, ребята, именно вот сейчас. И смотрите, какой, ребят, на опухе. Какой на опухе вырос. Я когда-то здесь резал. Я помню это место. Вот это мои срезы. Вот здесь 3 штучки я находил. Ну, он был маленький, походу, я его не заметил. И вырос. Мощь. Чистый. Ну вот, ребят, видите, вроде только заехал, а уже вот полчаса еще не гуляю. Вообще кайф. Когда грибы есть, конечно, это они есть, да. Ну и понятно, в деревне вот сейчас сбыть грибы сложно стало уже. Если изначально там еще люди хватали, то сейчас, понятное дело, многие сами собрали, выезжали. И как бы, ну, себе, короче, набрали. Тяжело сбыть грибы уже. Но ничего. Есть у нас группа хорошая, туда можно скинуть. И, в принципе, найдутся люди, кому нужны. Вот так потихоньку ползу. Сегодня даже никуда не заходил, просто вот хожу. Так, странно. Как-то
туда-сюда и попадаются. Наткнулся, ребята. Даже не на одного, на двух. Там еще стоит вроде. Такой он какой-то, смотрите, ребят. Видите? Не мог пробиться долго. Видать, какие-то палки, ветки не давали ему пробиться. Всего его завернуло. И, короче, шляпка на поверхность не вышла. И, ну, черви вот это быстро этим воспользовались. Тут вот, ребят, красавец. Вот тут все, ему ничего не помешало. И, пожалуйста, вот такая, ребят, ножка. Вот такой грибочек. Шикарно. Так, пока сюда. Тут я наблюдаю еще одного. Сильно досталось ему. Шляпку покоцали. И птицы, ребята, клюют. И барнучок пробежит, погрызет. И вот эти слизняки, они очень, конечно, делают вред большой. Дырки такие ходы прям целые, знаете, на шляпках. Так, что там еще у нас один, да? Да, ребят, еще один. Даже не один, ребята, да ну нахрен. Опять вот в угол какой-то зашел. Один за одним. Тоже, ребят, мягенький такой. Ну, проверять будем. А вот тот прям шикарный. Шикарный братец. Смотрите. И далее. Вот видите, прям дырка насквозь. Это вот слизняки, ребят, представляете? Они вот прям насквозь проедают. Вот такие ходы делают. Офигеть. И вот смотрите. Опять переросток здоровещий. Никто тут его не нашел, не подсобрал. И вот вымахал. Ну все уже. Ему 3-4 дня, он упадет, сгниет, будет гнить. Приятно, приятно, ребята. Вот в уголочке опять хопа. И подряд прям растут. Никто не трогал. Зачистку сделаем. Вот что-то мягкий, скорее всего, на выброс. Ну такой, да, что-то досталось ему. Ну а тут-то все в порядке, ребята. С этими все в порядке. Чистый вообще. И вот в плане, ребята, грибов. Там все вот говорят, знаете, там белки там запасают, не запасают. Я вот точно знаю, ребята, что лоси, не знаю, возможно нет, а может и быть и да. Но боровиками питаются олени, ребята. Вот это точно. Они вот прям едят их. Прям неплохо едят, кормятся прям. Дикие олени. Вот. Они прям вот боровиками питаются. Ходят также по борам, по барам, по беломошнику. И вот едят белые грибы. Это стопроцентная, ребята, информация. Ну, в плане зверя. Лоси, я знаю, точно едят мухоморы. Это как для лекарства для них, для очищения организма. Вот. Такие грибы, не знаю, едят, не едят. Ну, скорее всего, а что нет. Вот. Медведи. Ну, медведи тоже, ребята, разная такая тема. Потому что есть добряк, а есть недобряк. Вот именно добряк, вот этот, он корешками питается там, всякими вот этими делами, ягодами. А есть, ребята, хищники, понимаете? Вот они опасные, конечно, медведи, злые. Нападают на лосей там, туда-сюда. И вот они, конечно, любят мясо. Вот. И они так-то и опасные, как бы, демоны. А вот есть такие медведи, вот которые добрячки. Муравейничек там тряханул, там с очка попил. Пошел там
корешки какие-то покушал, ягоды, малину там. Вот, может он и грибы и хавает, хрен его знает. А есть вот эти, которые животина попробовал раз кровь, и как бы для него мясо, причем протухшее он еще любит, зараза. Это прям, он сразу свежак не кушает, сначала закопает, блин, а потом кушает. Класс, ребята, сегодня классно, прям нравится мне гулять. Перешел я на новое место, ребята, на новую локацию. Здесь такой более легкий, просматриваемый. Вот. Погуляем тут. Хотя вот именно вот мне наоборот нравится какие-то закутки заходить. Там все же, не знаю, лично для меня как-то интереснее, что ли. Ну, посмотрим, что здесь, как дела. Я уже шутя, ребята, пол корзинки накосил. Вот, пожалуйста, срезы свежие, еще срезы, там срезы. Погуляем здесь по борику. Сегодня прям классно, ребята, в лесу. Кайфово как-то. Ветерочек небольшой такой. Свежесть такая, четкая. Местами, ребята, суюсь в дороге, то бишь окраины цепляю. Вот дорога, ребят, смотрите. Даже не один, а два. Ну, тут вообще кабан. Что, давайте тоже засветим его как ориентир. Опачки. А тут, ребята, прям в дороге. Вот дорога. Я говорю, вот хожу так, местами подхожу к дороге. Вот еще один боровик такой. Тоже слизняки ему дали жизни. Гарри. Вон, ребята, малышочек такой. Красавчик. О, прошел уже метров 100, наверное. Может 150 даже. Первый. Тут такой в низинку ушел. И вот первый только попался. Тихо. Срезы, конечно, есть. Но так относительно того нету. Сейчас вот крутанусь. И пойдем в ту сторону. Может, в центр бора сходим. Там погуляем. Непонятно. Так, ноги бредут, куда бредут, ребята. Я говорю, здесь особо не парюсь. Места эти знаю отлично. Так что тут заблудиться-то не заблужусь никогда в жизни. И ориентира нету. Куда ноги плетутся, туда я иду. Туда, сюда. Так и хожу. Поднялся в бор, ребята. Погодка разъяснила. Шикарно. Шикардосик. Ну, я смотрел, там вроде как будто налаживается. Но с утра прям такая. Дождь прошел. Ветерок такой, пасмурно.
Я смотрю, еще и волна такая. Думаю, блин, поеду и на моторе лучше. А так хотелось по реке и в другой бор заехать. И со спиннингом походить. Что-то окуньки вроде как поклевывают. Сейчас время такое. Окунь вроде как активный. По фидеру стояли. Тоже окушки попадаются. Да и так плюхают, смотрю. Вот. Так что как-то так. А тут на бару что-то как-то скучно. В самом бару. Ничего интересного. Вообще. Ох, ребята, красавцы, смотрите. 3 штучки. Раз, два, три. 4. Семейка целая, ребята. 4, вот еще один. Пам, пам, пам. Зашел тут такой угол интересный. Думаю, здесь пройду по этой стороне. Давно здесь не ходил. И вот. 4 штучки. Как с куста, ребята, встретили. Ну тут и прогуляемся, значит, что. На тропинке прям, ребята. Да какой красавчик. Да какой красавец. Меня здесь ждет. О, какой, ребята. Класс. Класс, и погода распогаживается. Шикарный. Сдалека, ребята, сдалека я увидел его. С той стороны обходил. Что-то, думаю, мелькнуло. Совершенно верно, ребята. Боровик. Тоже какой-то. Вообще жестяк какой-то. Ну, вроде нормал. Так-то крепкий. Погрызли только его нехило. Будем смотреть. Ну, это уже какой-то зверь, ребята, его погрыз. Чистый, главное. Это ничего страшного, это обрежется там. Так-то, крепыш. Так, ну ничего, слушайте. Уголок нормальный. Я сюда давно не заходил. Вот как раз забрел. Охренеть, ребята. Еще 2. Еще парочка стоит. А я же как-то тут вот углом сейчас проходил. И срезы здесь есть. Но это не мои. Ребятки, это не мои срезы. Да, вот крутишься, блин, грубо говоря, на одном месте. И вот. Отсюда, может быть, и не видно, если бы шел в ту сторону. А с той стороны, вот, я их вижу. Вот реально даже их не видно. Не особо они такие высокие. Класс. Фоточку. Фоточку сделаем. Смотрите, ребят, что, корзинку-то я нарезал практически. Два рядышком так. Интересно. Красота.
Вот такой еще, ребята. Подошел уже к мотоциклу, ребята. Вот дорога, вот мотоцикл. Корзину скинул. Думаю, ну-ка спущусь-ка я сюда. Смотрите, какой, ребята, бегемотик стоит. Ху-ху. Вот это да. О, ни хрена себе там кабан, блин. О, вот это ноги. А вот еще один. Хрена себе. Вот этот угол, да, интересный. Даже не один, ребята, два. Смотрите. Вот такой. И вот такой. Вот такие 3 штуки. Вот спустился я. Чистый. Вот это, ребята, кабанчики. Чистый. Вот это вообще, конечно, зверюга. Блин, он чистый. Так, друзья, ну что, перекурчик, попьем чаю. В принципе, корзинку я накосил, ребята. Так, чисто отдохнуть. И, скорее всего, ну как тут, штук 5 еще влезет. Сейчас тут по горе пройдусь, и, в принципе, можно сворачиваться на этом. Погодка. Что-то солнышко, сейчас ветерок опять поднялся, затянуло. Давайте, ребята. Хотелось показать новиночку, ребята. Все за ножи. Это все тот же, ребята, Енисейка. Мой рабочий нож от компании Русберг. Блин, сколько я с ним уже хожу, ну, долго, очень долго. Нержавеечка АУС-8, это японская нержавейка. Повидал он уже, конечно, у меня и спуск, и меняли здесь кончик, обламывали, давал человечку, вот он мне его исправлял. В общем, шикарно. А тут на днях, ребята, посылка пришла от братульца, от Пашки. Помните? Пашку все, наверное, знают. Ездил к нему на рыбалку. И вот себе он что-то под заказ сделал нож и мне, ребята, сделал подарочек. Вот сейчас недавно забрал. Андрюха говорит, как раз за грибами ходишь. Вот такой маленький клиночек, ребята, сделал. Вот. Интересная такая моделька. Давно хотел, кстати, в коллекцию. Небольшой вот именно такой клиночек. Видите, маленький вообще. Тоже нержавеечка, ребята, дамасская сталь. Видите, здесь такое исполнение. В общем. Сейчас распечатаю, посмотрю. Я еще сам не распечатал, даже не смотрел. Вот как раз под грибы, ребята, то, что нужно. Смотрите, какой клевый, удобненький. Ну, это как считается разделочный. Здесь такое плетение березовое. Ну и смотрю, какой-то жесткий пластик. Жесткий пластик, ребята. Такие ножны. Независимая подвеска также есть. И вот такая гравировочка, ребята, волк выбит. Вот такой, смотрите, малыш. Вообще класс. Так я и не понял. В общем, это от компании Ниц оружие. Вот. Нож называется Викинг. Что, в принципе, стандартные ножны, ребята, с телячьей кожи. Все грамотно прошито.
Можно жестко фиксировать, можно вот, чтобы болтался. Допустим, кто-то вот так носит, кто-то на поясе. Так, ну, нержавейка, ребята, дамасская сталь. Ну, понятное дело, что они тут предлагают, что могут и рукоятки делать из элементов, в зависимости от исполнения. Различные материалы: древесина, твердый пород, кость, синтетические материалы, металл, ну и так далее. Также для художественного оформления могут использовать различные приемы гравировки, литье, травление. Короче, такие дела, ребята. В общем, даже я не знаю, что за сталька. Тут испытание прошел нож и не является холодным оружием. Ну, в общем, тут все есть, эта тема. Вот. Ну, посмотрим, нержавеечка. Сплав такой интересный. Острый, хороший нож. Чисто под грибочки такой. Спасибо, братан, от души за нож. Вот у меня в копилочку, ребята, еще один нож. Такого ножа у меня не было. У меня есть и, конечно, и филейники, и D2 стали есть у меня, и 95Х18, и Х12МФ. В общем, это уже которые ржавейки, ребята, понял. D2 вот тоже это ржавейки. С ними вот надо в аккурат. Ну, зато держит, допустим, заточку хорошо. Этот вот у меня уже давно. Я с ним уже прошел огонь и воду и медные трубы. В принципе, никаких нареканий. Вот. Зарекомендовал себя отлично. Такой тоже спуск. Как-то так, в общем, ребята. Так что вот. Будет у меня по грибам вот такой красавчик. Маленький. Вот так, как будто бы по паспорту, как шкуродерник тоже. Разделочный нож. Такие дела. Так что, братуха, спасибо огромное за подарок, за подгон. Да, не получилось у нас свидеться. Я к нему собирался, потом как-то так, и он ко мне хотел приехать. Ну, дай бог, ребята, приедет братулец, возможно, даже в этом году. Может быть, даже не по жидкой воде, ну, может, на первый лед. Так что свидимся с Пашкой, погуляем, порыбачим. Пашка хотел как раз приехать именно за грибами. Ну, что-то вот так как-то все не срослось у нас. Кстати, ребята, сезон твердой воды не за горами. Братулет занимается у меня как раз вот рыболовными соснями и хорошо специализируется именно вот на жилищной теме. Поводки, в общем, грузила, ребята, двойнички. Пашка мне послал уже когда-то, зимой я показывал. В общем, хорошие вещи, хорошие поводки, хорошие двойники, груза. Если, может, кому интересно, то WhatsApp у Пашки оставлю. Пишите. Ну, понятно, там по 3-4 крючка там заказывать нет смысла. Это все можно и так найти. Просто если кому оптом, по хорошей цене, в принципе, цены реально достойные, то можно заказать там себе набор того. Плюс Пашка там отдельно еще подарок какой-нибудь положит. Там какие-нибудь ножницы там или щипчики там. Ну, потому что у него есть такая тема. Так что вот так, ребят. Ладно. Че, сейчас тут пройдусь, не знаю, наверное, оставлю, ребята, корзину тяжеленно, пакет возьму и просто с пакетом прогуляюсь. Ой, хорош. Блин, погодка-то, блин, раз макропогодилась, вообще огонь. Так. Мы с конем по полю пойдем. Мы с конем по полю пойдем. Вон, ребята, мотоцикл только начал заходить. Парочка стоит, ребят, смотрите, каких красавчиков. Вот такие беленькие. Тут такой черничник жесткий. Ну вот тоже тут бывает растут.
Хочу по нему пройтись, по черничнику. Интересное место такое. Вон, видите, ребята, какие алябы растут. Тоже люди не ходят здесь. В основном проезжают. А грибы тут растут. Ладно, пройдемся сейчас по горочке, ребята. Ай, стоит, ребята. Стоит красавчик. Боровичок. Вообще. Ой, хорош. Хорошенький, ребята. О, какой. Какой, ребята, хрен пойми такой. Здоровый, конечно. Ну, посмотрим сейчас. Ух, там ни хрена там нога у него, ребята. Ой-ё-моё. Охренеть, блин. Мясо там, ребята, так и не вытащил я его. Чистый, главное. На сушку такой, ребят, пойдет. О, какой. Мягкий. Какой-то мягкий. Вот этот нормальный. Какие. Все, ребята, полная корзина с горой, так скажем. Есть среднячок, есть маленькие, есть большие. Ну, все сами видели. Отлично погулял. Как-то так. Сейчас люди заехали, смотрю. Ну, и люди вот периодически заезжают. То с утра, то в обед, то вечером даже едут. Погода нормальная, что погулять. На жареху как бы найдешь свои грибы. Все, отлично. У меня миссия выполнена. Эти грибочки пойдут на сдачу, так скажем, на продажу. Вот. Ну и что? Увидимся на рыбалке, ребята. Все, поедем собираться. Так что давайте на связи. Опачки. Опачки. Как-то в аккурат сейчас, ребят, повезем. Корзинка тяжеленькая. Спасибо, лесочек, за грибочек, как говорится.
души подсобрали. Поехал, брат, сестре на ворованном москвиче. Денежку занять. Тара-тара-та. Ох, корзинка-то тяжеловатенькая. Там у меня дорога плохая, не улюлюкнулся бы.